Большие кафе и рестораны с сегодняшнего дня начали свою работу, но банкетные залы остаются под особым вниманием. Мэрия Бишкека создала специальную комиссию и собирается выезжать на рейды. Разработан даже некий алгоритм действий. Все санитарные нормы соблюдаются, каждый сотрудник сдает ПЦР-анализы. Кроме того, мы даже гостей рассаживаем, соблюдая социальную дистанцию. Банкетные залы в большинстве своем оборудованы кондиционерами для того, чтобы помещения проветривались. Все меры соблюдаются, но, к сожалению, владельцы ресторанов уже год терпят убытки. На 70% сократилось количество корпоративов. Мы надеялись, что под Новый год сможем дней 10 поработать. Но в связи с запретом придется опять только подсчитывать убытки, а у многих кредиты. Декабрь считается сезоном банкетов и корпоративов. Многие рестораны осенью смогли немного заработать. С наступлением зимы работа вновь остановилась. Запрет распространяется только государственным учреждениям. Частные вечеринки проходить будут, но и здесь должно быть все по правилам. Поэтому лучше сэкономить эти средства и помочь, скажем, нуждающимся людям. Это намного правильнее и полезнее, да? Но то, что касается детей, наверняка все-таки подготовим подарок. Почему? Потому что они-то ожидают. Пусть они обрадуются. Почему мы работаем, чтобы дети были счастливыми, да? Бишкекская мэрия намерена усиливать рейдовые мероприятия. Сотрудники комиссии будут проверять, соблюдается ли запрет и санитарные нормы. Нарушителям предусмотрены штрафы. Частным лицам 3000 сомов, юридическим 13 000 сом. Бахтыль Кульчуманов, Халыс Сакибаев, Нью ТВ.